По валидации и сертификации, вот сейчас Джанара Абдрахмановна еще не подошла, но она подойдет попозже, я передам ей слово. Я хотела бы, ну, такую небольшую, да, преамбулу, что ли, сказать, что мы достаточно долго разрабатывали вообще подходы. Тема важная, и она требует действительно серьезной подготовки для того, чтобы процессы валидации и сертификации обеспечивали качество. Для того, чтобы процедура валидации навыков не превратилась в какую-то просто там бумажку, да, что человек, получающий документ государственного образца, действительно мог рассчитывать на то, что работодатель будет доверять этому документу, что работодатель будет знать, что если он видит печать Центра валидации и сертификации, то у человека в реальности имеются эти навыки, и он может рассчитывать на его квалификацию. И для того, чтобы этого добиться, конечно, времени потребуется достаточно много усилий и ресурсов потребуется, да? И мы очень рады, что и Министерство образования и науки, и все сотрудники в состав Центра валидации и сертификации, они достаточно открыты, они идут на диалог и готовы тоже со своей стороны прикладывать необходимые усилия для того, чтобы обеспечить качество процедур. Центр был открыт в прошлом году, и сейчас, как вы понимаете, очень многие аспекты работы требуют еще внимания, пристального доработки. Вот мы весь прошлый год и начало этого года, этот план у нас был финализирован буквально, наверное, месяца полтора назад. Кристиан, у вас дополнение, да? Просто это позволит мне еще объяснить немножко, как сказать, самые крупные моменты нашего сотрудничества с Центром сертификации и валидации. Как Альтинай сказала, этот центр существует уже сейчас более-менее год, работает, так сказать, очень активно. Но с другой стороны, там, например, есть еще несколько недостатков, можно сказать. С одной стороны, что касается, конечно, вот состава центра, значит, только в этом году они начинали вот еще пригласить других сотрудников при работе вот этого центра. И там особенно есть большая нехватка так называемых оценщиков. Оценщики, которые сейчас валидируют особенные навыки в разных профессиях. В том числе там было тоже какое-то желание просто, что мы должны поддержать вот эту работу центра, в смысле вот это усовершенствовать внутренние процедуры, внутренние процессы, особенно что касается процесса валидации, самооценки, и тоже каким образом можно внедрить еще элементы так называемой частичной валидации. Я только могу вам сказать, что когда у нас был в прошлой неделе какая-то встреча с коллегами из центра, нам сказали, что только первый раз проходили какую-то валидацию в профессии так называемый повар-сушист. Это человек, который особенно имеет особые навыки, чтобы подготовить суши, работать особенно вот с этими стилями, потому что это было какое-то востребованное со стороны вот этого специалистов, которые сейчас будут работать за рубежом, что они подтверждают их навыки в этой профессии, чтобы там найти или иметь возможность работать. Честно говоря, это один аспект возможной частичной валидации. Там нужно, я не хочу сказать, разрабатывать новые профессии, как, например, повар-сушист. Но, с другой стороны, это есть, конечно, тоже для нас, как представителей краткосрочных курсов, большой элемент, что наши курсы ведет к тому, что те, которые успешно заканчивают этот курс повышения квалификации, имеют возможность тогда проходить этот процесс валидации. Например, те швеи, которые, или тоже вот этот официанты, те, конечно, специалисты тоже в строительстве, которые проходили наши курсы повышения квалификации на базе уже, может быть, несколько лет опыта в этом секторе, тогда мы им хотим предлагать какие-то возможности, чтобы проходить частичные валидации, например, вот эта профессия электромонтажник на базе государственных вот этого порядок, например, вот этот электромонтажник третьего разряда или что-то такое. И тогда мы можем сказать, окей, 70% всех содержаний этого профессии
отвечает, он или она умеет уже в рамках вот этого процесса валидации. Остальные 30% мы можем тогда посмотреть, каким образом это стоит, тогда разрабатывать дополнительный курс повышения квалификации, что там есть тоже какой-то интерес со стороны тех, которые проходят такой же процесс валидации, чтобы получить 100% валидацию этой профессии. Поэтому я думаю, что это практика, которая довольно хорошо работает в довольно многих других странах в мире. И мы имеем такой же долгосрочные перспективы, что мы можем и разрабатывать такую систему частичной валидации. Легальная база для этого существует, это не против закона, но надо, конечно, посмотреть, каким образом это, наверное, вот этого стоит, особенно в рамках нашего проекта поддержать вот этот более детальный вот этот процесс. Это мы будем тогда еще обсуждать в рамках нашего процесса поддержки вот Центра независимой сертификации и валидации. Что я хочу еще добавить, это для нас, опять же, большой вопрос, и тоже вот просьба, что касается вот привлечения частного сектора. До сих пор есть, конечно, представители частного сектора, которые и работают как ощущенщики в рамках этого процесса валидации. Они очень часто представляют в кавычках только те предприятия, которые уже сотрудничают в рамках формального образования с лицеями или колледжами. Но, по-моему, это важно, что особенно вот даже бизнес-ассоциации, ТПП и другие будут это принимать участие. И я думаю, что это особенно сейчас это важный момент для нас, что мы можем это тогда поддержать этот процесс. И может быть, потому что вот тоже вот это Жанар, как директор центра, я могу этого, может быть, передать слово вот тоже вот этого Жанара. Я только вот рассказал несколько, какие принципы, на каких принципах базирует наше сотрудничество, что мы имеем идею вот это тоже вот внутри системы, может быть, частичной валидации, и что это особенно важно для нас, что мы можем укрепить и привлечение частного сектора при представлении этих процессов валидации. Спасибо. Спасибо. Ой, уважаемые участники, организаторы, я очень рада сегодняшней встрече. Жогоруда Гүлнур Жакшыбаевна токтолуп биздин центр жөнүндө айтып кеттир. Анан эми Кристиан мырза дагы азыр ушул маалымат берип өттү биздин центрибиз жөнүндө. Эми баарыңыздарга маалым болгондой, ушул Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтомуна ылайык 2023 жылы 28 августта 431 ушул токтомдун негизинде Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине караштуу өз карандысыз сертификациялоо жана валидациялоо борбору уюштурулган, негизделген. Анан борбор ушул ноябрь айынан баштап өзүнүн ишин баштап, анан бир топ ушул байгыл кыска мөөнөттүн ичинде ушул байгыл орто кесиптик билим берүү багыты окуу жайларын, ошондой эле башталгыч кесиптик билим берүү окуу жайларынын байгыл жардамы менен бүгүнкү күндө ушул кыска мөөнөттө өзүбүздүн имиджибизди жана иш берүүчүлөрдүн колдоосу менен өзүбүздүн имиджибизди көтөргөнгө мүмкүнчүлүктөр болду. Анан эң негизги эми борбордун бул максаты баягы тиешелүү квалификацияны ыйгарышыбыз үчүн биз компетенцияларды, квалификацияларды баалашыбыз керек. Ошондой эле формалдуу эмес жана информалдуу билим берүү аркылуу ички жана элдер аралык эмгек рыноктарында ушул валидациядан, сертификациядан өткөн жарандарыбыздын атаандаштыкка туруштук берүү жөндөмдүүлүгүн баалоо, тастыктоо аркылуу ушул Кыргызстандын экономиканын ысынын өнүгүүсүнө өзүбүздүн салымыбызды кошуу болуп эсептелинет. Анан ушул бир жыл аралыгында биз баягы эки этапта ишибизди жүргүздүк да. Биринчи этапта бул уюштуруу иштери. Эми баарыңыздар билесиздер, ошол колубузда токтом, анан чистое поле было. Анан эми бүгүнкү күндө ушул баягы министрликтин астындагы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоору,
анан кыргыз герман долбоору жазет ошондой эле мына ушул тыгыз азыркы бүгүnkү күндө ушул чебер долбоору менен иш алып баратабыз да. Анан бир топ жакшы жыйынтыктарга келдик. Биринчи баягы уюштуруу иштеринде документтердин баарын инвестициядан өткөрүп, ушул ар бир кызматкердин функционалдык милдеттерин түзүп, ошондой эле өзүбүздүн иш планыбызды бекитип, анан баягы валидациялоо жараянын ошол баягы долбоор жогоруда айттым, инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоорунун 8 аспектиси болгон баягы валидациялоо жана сертификациялоо процедурасын алдыга жүргүзүү болчу. Анан 8 алдыңкы ушул тажрыйба борборунун базасында биз пилоттук негизде ушул жараянды өткөрдүк да. Анан албетте андан тышкары баягы ушул 2 министрлик, билим берүү жана илим министрлиги менен, ошондой эле баягы эмгек министрлиги менен бирдикте ушул биз колдонмо иштеп чыктык. Баягы өзүнүн бул жараяндын өтүү тартиби болуш керек да. Ошол тартибин иштеп чыктык да. Бага келген кандидаттын келгенден чыкканга чейинки кадамдарын бардыгы. Бүгүнкү учурда бизде эң негизги бул сапат. Анан кийин бул андан тышкары баягы 2 профстандарт иштеп чыкты. Бул ашпозчулар үчүн жана шыбакчылар үчүн. 400дөн ашуун ушул балоо куралдары иштелди. Анан кийин баягы андан тышкары жанагы бүгүнкү күндө ошол министрликтин эмгек министринин реестринен катталган 28 жумушчу кесип боюнча профстандарт бар катталган. Ошол профстандарттын негизинде ошол биз бүгүн 28 жумушчу кесипти камтып отурабыз. Бирок приоритеттүү 11 кесипти бүгүнкү күндө ушул приоритеттүү артыкчылыктуу кесиптерди биз валидациядан процедурасынан өткөрдүк. Анан бул барыңыздарга маалым болгондой, бул борбор толук кандуу иштеши үчүн бул иш берүүчүлөр менен тыгыз байланышта болуш керек да. Анан ушул биздин базабызда ушул иш берүүчүлөр менен дагы бир топ иштерди алып барып, бүгүнкү күндө ушул Соода өнөр жай палатасы, мына ЖИ ассоциациясы, Хорика, ошондой эле ассоциация поваров Кыргызстана, Нурстрой монтаж строительная компания, бир нече ушул баягы тигүү фабрикалар менен иш алып баратабыз. Андан тышкары эң баягы партнерлорубуз, эл аралык баягы ключевой бул партнерлорубуз бүгүнкү күндө ушул баягы АБР каржылаган инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоору болду, ЖАЗ болду. Андан тышкары мынакей чебер азыр ушул международная организация миграции ушул биздин борбордун астында дагы өздөрүнүн баягы миграцияга чейинки даярдыктарды биз менен иш алып баруудагы бир долбоорду иштеп чыгып, Кудай кааласа ушул май айында баягы ишибизди баштасак деп туруп атабыз. Анан эми ушул мынакей Кристиан мырза бул жерде отурат, бир нече ушул иш баягы аркылуу жолугушууларды өткөрүп, ушул 2 жылдык биздин иш планыбызды бүгүнкү күндө бекитип, ушул Кудай кааласа бир түштөн кийин меморандумга дагы бул кол коюшабыз деген максатта туруп атабыз. Андан тышкары анан мына чебер долбоору жөнүндө баягы бир нече кыскараак жанагы иштей турган багытыбызды айтып кетейин. Бул жанагы балоочуларыбызды сертифицированный балоочулар болуш керек да. Анан бул талаптар бар, ушул борбор тараптан коюлган. Ошол баягы талаптарга ылайык келиш үчүн балоочуларыбызды окутуудан өткөрүп беришет. Буюрса, ушул мына апрелдин айына аяк жерине майга биз пландап отурабыз. Анан тышкары мынакей Дарья тараптан жакында эле ушул
онлайн конференцияда өттүк. Анан кийин мына Гүлнур Жекшебаевна кошуп, өзүнө билесиздер, бул ушул борбордун түптөлүшүнө дагы ушул Гүлнур Жекшебаевнанын мына мурунку мына замминистри Расул Албековичтин дагы абдан мээнети зор да, багыт берип, ушул бир топ ушул эл аралык долбоорлорду тартып келүүдө дагы, ушул техникалык базабызды түптөөдө дагы бул адамдардын, албетте министрликтин, бирок анын ичинен мына Расул Албековичтин дагы мээнетин айтышыбыз керек. Абдан мындай салымын кошту да. Анан эми андан тышкары ушул биздин центрдин базасында 4 лаборатория ачтык. Бул швеялар үчүн акыркы акыркы үлгүдөгү швейный оборудование менен камсыздалдык. Андан тышкары ушул багы сварщиктер үчүн жанагы LED экрандар коюлду. LED экран ал жерде жанагы 5D вариантындагы ушул виртуально багы валидациядан дагы өткөрсөк шарттар бар. Автоэлектриктер, автослесарьлар үчүн бир база түздү, анан ашпозчулар үчүн. Анан ашпозчулар үчүн бул базабызда биз Кыргызстандын ашпозчулар ассоциациясынын тиги кандай десем эме ушулар менен иш алып барып, алар биздин базабызда бүгүнкү күндө биз менен балоочулар катары иш алып барып атышат да. Андан тышкары мына бир топ ушул жарым жыл аралыгында биз 500гө жакын кишилердин, жарандарыбыздын, кандидаттарыбыздын компетенцияларын, квалификацияларын бааладык. Бул балуудо албетте жана жогоруда айттым, бул сапат болуш керек. Анан национальный рамка квалификации ошол деңгээлге биздин сертификаттар ошол баары чет мамлекетте дагы таанылып турган деңгээлде ушул мамлекеттик үлгүдөгү бүгүнкү күндө сертификаттарды ушул ыйгарып жатабыз. Биздин эң негизги баалоочулар бул иш берүүчүлөр. Иш берүүчүлөр себеп дегенде булар кызыктар тарап. Анан ошол баягы сапатына таза акыйкат өтүш үчүн ушул баягы комиссиянын составы ушул баалоочуларыбыз бул иш берүүчүлөр болуп эсептелинет. Анан кыскача маалыматыбыз ушул. Анан эгерде суроолоруңуздар болсо анда жооп берүүгө мен даярмын. Рахмат, анда Жанар Абдрахмановна каршы болбосоңуз, мы сейчас основные направления нашего сотрудничества я представлю, и потом уже вопросы после этого, да? Рахмат, ушул берилген маалыматыңыз үчүн действительно хотелось бы отметить труд всех, кто был задействован в основании этого центра, да, это необходимейшая функция в государстве, и мы очень благодарны нашим партнерам в лице Министерства образования и науки. И самой Жанар Абдрахмановне очень благодарна. Забыли, да? Да, кечиресиңер, мен ушул унутуп калыптырмын, бүгүнкү күндө ушул бул замандын талабы, анан бул эмгек рыногунун талабы болуп турат да бүгүнкү жарандарыбыздын ушул борборго бүгүнкү учурда ушул борбор абдан зарыл мамлекет тарабынан дагы бул абдан мындай жөнөкөйтүлгөн тартипте ушул жарандарыбызга шарт түзүп берип атканы абдан кубандырат. Анан эми ушул түзүлгөн шартты жаштарга бир сапаттуу ушул иш берүүчүлөр менен дагы ушул уполномоченный жанагы представительдер менен дагы бирдикте мен ойлойм ынтымакташып биз бүгүн астыга ишибизди жылдырабыз. Бул Кыргызстандын келечеги үчүн деп ойлойм. Туура сөз, рахмат. Действительно, мы хотим отметить труд всех партнеров, и мы очень благодарны, что во главе центра стоит Жанар Абдрахмановна, очень человек, который тоже привержен требованиям качества, то, что наш проект ставит, да, в приоритет, который понимает то, что с самого начала, если не обеспечить доверие к сертификатам Центра валидации и сертификации, да, то весь этот труд многолетний, многих сторон, он будет как бы потерян зря. Поэтому сейчас самое главное на данном этапе обеспечивать качество. Спасибо вам большое за то, что вы разделяете наше видение. Ну, как бы вы согласны сотрудничать со всеми сторонами. Вот я услышала по домиграционной подготовке с Международной организацией по миграции, это тоже важное направление, потому что, как отметила Жанар Абдрахмановна,
Центр валидации и сертификации это не только для того, чтобы выдавать документы, но это для того, чтобы поддерживать наших граждан, служить им. Этот документ потребуется им действительно на многих этапах жизни, трудоустройства не только в пределах Кыргызстана, но и за рубежом. И мы провели такую работу достаточно основательную и определили пока первично в рамках первой фазы реализации проекта 9 основных направлений работы нашей совместной с Центром валидации и сертификации. И сейчас уже проводится в настоящее время диагностика существующей процедуры для того, чтобы более информированно и адресно, да, оказывать поддержку. Мы должны действительно понять и собрать и систематизировать все имеющиеся уже методические документы на данный момент, проанализировать все текущие процедуры и практики. Есть по некоторым направлениям, как Джанар Абдрахман уже сказала, уже передовой опыт уже внедряется в практику, но в каких-то секторах, возможно, по некоторым направлениям необходимо провести дальнейшую дополнительную диагностику, выявить возможные пробелы, риски и какие могут быть предприняты шаги для того, чтобы еще усилить и улучшить процедуры системы валидации и сертификации. Да. Вот диагностика – это совместная диагностика и изучение. Второе направление – это анализ и по необходимости изменения имеющихся нормативно-правовых актов. То есть мы планируем совместно, как видите, эта работа такая до апреля 2026 года, это продолжающийся анализ, так как сфера это достаточно, скажем, на этапе формирования в нашей стране, то работа эта должна продолжаться и законодательство в этой сфере должно постоянно регулироваться и дополняться. Третье направление – это повышение профессиональной компетентности сотрудников. Не самих оценщиков, но и самих сотрудников здесь, так как в мире существует тоже очень много примеров успешной, бывают примеры не вполне частично успешной, может быть, да, внедрения системы валидации. Мы должны подчеркнуть самый лучший, самый передовой опыт и еще транслировать его в контекст Кыргызстана, потому что каждая страна уникальна, и подходы мы должны выработать все равно свои. Следующее направление, четвертое, это подготовка оценщиков, то, о чем упомянула Джанар Абдрахмановна. В процедурах независимой валидации и сертификации это планируется деятельность уже начнем в апреле этого года, и это будет продолжающаяся деятельность, потому что объем работы, предстоящий нам, таков, что оценщики потребуются по всем профессиям, да, во всех направлениях и разного уровня валидации. Пятое направление – содействие в подготовке и организации информационных мероприятий. И вот это направление, которое мы обозначили для себя как одно из приоритетных, но и призываем в рамках сегодняшней встречи всех наших партнеров из госсектора, из частного сектора, из НПО, из сектора партнеров по развитию, также во всех ваших мероприятиях по возможности повышать осведомленность населения о том, что в нашей стране появилась функция валидации неформальных навыков. Вот я знаю, что Кыргызская ассоциация образования взрослых на следующей неделе, да, в апреле планирует провести фестиваль в Джалалабаде. Уважаемый Центр инновационных технологий в образовании, тоже вы ежегодно проводите декаду образования взрослых. Вот хотелось бы, чтобы вот эти актуальные темы, они тоже входили в список тем, которые покрываются, да, в рамках обсуждения вопросов образования взрослых. Следующая область для сотрудничества наша с центром – это изучение возможностей использования инфраструктуры центра для организации курсов повышения квалификации, в том числе по Go-модель, краткосрочных курсов. Это делается в рамках, вот как мы и обсуждали ранее, в рамках, скажем, взаимодополняемости формального и неформального секторов,
для того, чтобы формальный государственный орган, Центр валидации и сертификации, в то же время развивал свой потенциал, свои возможности, расширял в плане предоставления краткосрочных курсов в неформальном секторе. Следующее направление – это содействие в совершенствовании материальной базы профессиональных мастерских для обучения, повышения квалификации в рамках мандата проекта. Как вы знаете, проект у нас работает по определенным пилотным секторам экономическим. И это тоже работа, которая будет продолжаться в ходе первой фазы проекта. И о дальнейшем сотрудничестве мы потом уже дальше еще будем проводить беседы с вами. Поддержка интеграции системы независимой сертификации и валидации в цифровые платформы нацелена на профессиональное развитие рабочей силы и рынка труда. Вот то, о чем вы упомянули, возможности виртуальной даже оценки, да, по определенным профессиям, там, где это возможно. Также наш проект, с нашей стороны, мы готовы оказать посильную поддержку вашему центру и попробовать вот валидацию донести даже в самые отдаленные, да, по определенным профессиям, в самые отдаленные уголки страны. И следующее, 9-е наше направление работы – это содействие в организации пилотной валидации и сертификации выпускников тренингов, согласование с работодателями вопроса о содействии и поддержке персонала их предприятий. То есть в данном случае мы планируем оказывать поддержку также самому Центру валидации и сертификации в том, чтобы устанавливать более прочные связи с работодателями. Как правильно Джанар Абдрахмановна отметила, мы говорим о том, что необходимо качество, но для того, чтобы было качество, нужно наладить прочные связи с работодателями. И спасибо, что вы вот эти все основные уже как бы моменты требования к качеству озвучили. Эти направления были определены нами, как вы видите, они так сформулированы общим, ну как бы, да, обобщенно, но внутри каждого из этих направлений, как понятно, там есть очень большой пласт работы, лежит в каждом направлении. И все эти направления работы отражены также в меморандуме о сотрудничестве, который мы сегодня будем подписывать в рамках заседания руководящего комитета проекта. Вот это вкратце доклад о том, о проделанной работе нами совместно с Центром валидации и сертификации. Если у вас есть вопросы или предложения, уважаемые коллеги.